нам объясняли, люди приезжают с МЧС, взламывают эту дверь, заносят всякие разные химикаты. Мы узнали это только на той неделе. И нам сказали, вы не переживайте, это все герметично упаковано, никакой опасности нету. Обратно сваркой, как вы видите, заваривают, сваривают и уезжают. Это уже оказывается все на протяжении 5 лет. Мы как соседи этим обеспокоены. Может утечка, вокруг соседи, дети, детский сад. И хотим, чтобы это все почистили, убрали, закрыли, не знаю, что сделали, чтобы этого никогда больше не было, так как мы беспокоимся за здоровье нас, здоровье наших детей. К тому времени, когда наша съемочная группа прибыла на место, жители района уже собирали подписи. В этом районе более 30 дворов. К заявлению на имя главы государства Рауля Хаджимба прилагались фотографии территории. Жители просят президента дать указания соответствующим службам в кратчайшие сроки принять необходимые меры и ликвидировать склад, в котором уже 5 лет хранятся химические вещества. На той неделе мы узнали, пожаловались соседи, которые живут тут уже много десятков лет. Пожаловали, сказали, что приезжает МЧС, уже который раз в масках, заносят непонятные ящики и уезжают. Уже на протяжении, они узнали только это недавно, мы от других людей узнали, что это на протяжении 5 лет. Мы решили проверить, пришли, посмотрели, сфотографировали. Вы, как видите, дверь совсем не закрывается. Любой, не то что взрослый, любой ребенок может зайти, извиняюсь за выражение, напакостничать там, что-нибудь натворить. Там то же самое. Дверь, как они говорят, вы не переживайте, все это герметично упаковано. Мы это сваркой закрываем, но любой ребенок может туда залезть. Бомбоубежище недостаточно герметично, находится в аварийном состоянии, что увеличивает вероятность утечки химикатов, убеждены жители района. Я здесь уже живу, наверное, 20 лет. Вот верхний дом там. Но после войны здесь находились солдаты, ухаживали, территорию чистили, закрыто было, и вообще туда попасть невозможно было. В последнее время я слышал так, что это ведомство передали УЧСу. УЧС вообще ноль внимания. Вы сами видите, в каком положении оно вообще находится. Убирать никто не убирает. Во-первых, там внутри разбросаны разные, военные какие-то. Я точно не могу сказать, это ртуть или что, но если вы туда вовнутрь кто-нибудь пройдете и посмотрит, вы все увидите, что там творится вообще. Жители района обеспокоены тем, что территория заброшена и не охраняется, а по вечерам становится местом сборищ неизвестных людей. Как вы видите, здесь ворота, они не закрыты, то есть неохраняемая территория, а здесь по ночам собираются наркоманы. Вообще хотелось бы и к органам тоже обратиться, чтобы тоже этот участок взяли на заметку. И сами понимаете, они могут взломать тут двери. Неизвестно, что может произойти. Это может экологическая катастрофа просто закончиться. Вывести ящики за пределы города и утилизировать – это единственное требование горожан. Наше требование однозначно, безоговорочно вывести отсюда все это. Утечка у них была, один раз у них и ящики тут падали, соседи видели, в речке видели ртуть. То есть утечка она была, ни разу не была. Поэтому не беспокоиться мы не можем. Депутат Народного собрания Батал Айба поддержал жителей этого района и заверил, что примет все возможные меры для решения вопроса. Мы в курсе о происходящем. В первую очередь нужно письменное обращение граждан. В дальнейшем по порядку уже разберемся. Я думаю, что все службы городские, республиканские заинтересованы. Если здесь какой-либо беспорядок, то я думаю, что этот вопрос можно решить сообща. За разъяснением мы обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министр Лев Квициния провел совещание, на котором обсудили проблему. По словам главы МЧС, руководство страны заинтересовано в решении этого вопроса. На сегодняшний день уже выделен участок для хранения химических веществ, но пока нет необходимых финансовых средств. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нам сложно сегодня иметь отдельную базу. Это связано с затратами. Но, тем не менее, эта работа ведется. У нас выделен участок в Гулимском районе, территория, отведенное место, специально подходящее, где нет практически, не мешает ни населению, это место отведенное. Мы планируем начать там строительство, то есть там можем ангар,
там нужно оградить всю территорию, поставить объект охраняемый, там нужно построить сооружение, где будет сидеть охранник. Для этого нужны еще дополнительные затраты, то есть это увеличение штата. Там должно быть 3-сменка охрана, которые круглосуточно будут охранять этот объект. Там можно хранить не только в этом помещении, у нас еще есть уже в отведенных местах, надо все это собрать в одну кучу, и надо его утилизировать. Все это, еще раз повторяюсь, это связано с определенными затратами. Руководство страны это знает. Мы самовольно ничего не делаем и не имеем права. И поэтому мы обсуждали недавно и в кабинете министра. Сказали, что в ближайшее время вернемся к этому вопросу и будем строить создавать необходимые условия для хранения именно там, где специально отведенное место. Химик, дозиметрист МЧС Ольга Пустоварова подчеркнула, что в бомбоубежище не хранятся химические элементы, которые угрожают здоровью человека. Сотрудники МЧС систематически проверяют уровень радиации как в помещении, так и за его пределами. Там хранятся ртутные термометры промышленного назначения, которые были вывезены с хлебзавода. Там было обнаружено огромное количество, но это то же самое, что мы все дома имеем, только чуть большее количество ртути. Это абсолютно безвредное. И некоторое количество химических реактивов, которое было вывезено с университета. То есть это абсолютно безопасные вещества, которые находились в лаборатории, где находились преподаватели, студенты. Они проводили какие-то опыты. Все в очень маленьком количестве. Это не в промышленном. Маленького и абсолютного вреда, если это, конечно, не принять вовнутрь, не представляет. Мы постоянно контролируем, в каком это состоянии находится. У нас есть опись веществ, что там находится. Никакой опасности эти вещества не представляют. Мы неоднократно измеряли радиационный фон около этого бомбоубежища. Внутри радиационный фон абсолютно нормальный, естественный. То есть никаких радиоактивных веществ там не складируется. Это однозначно. Измерялась концентрация токсичных веществ в воздухе и в почве вокруг бомбоубежища. Все в пределах нормативных значений. Конечно, я не отрицаю, там хранятся химические вещества, но они хранятся все в закрытых баночках. То же самое у нас дома хранится эфирик и какие-то другие медицинские препараты. Если их не съесть, они вреда никакого не представляют. Я не знаю, почему у людей возникла паника, может потому что они увидели, когда люди выгружали что-то, в масках были. Но просто это такие требования норм, что надо одевать маски. Воздух вокруг бомбоубежища абсолютно нормальный. И почва тоже. Радиационный фон нормальный. Лев Квицини рассказал о том, что совсем недавно выезжал со специалистами на место складирования и общался с жителями ближлежащих домов. Показатели приборов увидели и жители. Превышения радиационной нормы выявлено не было. На сегодняшний день к нам обращались жители, ходили, говорили, что с возмущением, что вот приезжали, выгружали, здесь что-то непонятное и так далее. Само помещение вокруг все заросло, там змеи и так далее. Двери там насквозь открыты, никто не охраняет. Значит, именно в этом вход, где оно хранится, там нашими силами, что возможно было, его заварили. Приехали со специалистом, вроде бы мы поняли друг друга, что это все временно будет забираться. Конечно, об этом знает и служба государственной безопасности, МВД. Она не совсем так брошена, что туда заезжаем, смотрим, наблюдаем, но круглосуточное дежурство там не ведется. Это страховка. Я не оправдываюсь и не говорю, что это там правильно лежит. Да, неправильно, да, надо специальное место для этого. Но, к великому сожалению, нет у нас такой возможности. Если бы она напрямую какую-то серьезную угрозу представляла бы для населения, мы этого не допустили. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини, вопрос с хранением ртутных термометров и химических реактивов в бомбоубежище, расположенного в черте города, будет решен до конца года.
Рената Шакая, Саиду Бухава, Абхазское телевидение.